Ричард Брэнсон впервые слетал в космос и приблизил полеты для туристов. Корейский стартап дает электронные деньги за посещение туалета, а разработчики игр из Якутии реализовали полноценный виртуальный офис для сотрудников компаний. Это очередной выпуск программы о новостях из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Это свершилось. Миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал в космос. Это был суборбитальный полет на космолете VSS Unity, разработанном его компанией Virgin Galactic. На борту вместе с ним находились 2 пилота и 3 пассажира. Таким образом, Брэнсон одним стартом обошел своих основных конкурентов и приблизил для землян коммерческие путешествия в космическое пространство. Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, в воскресенье приехал на велосипеде в космопорт Америка на юге штата Нью-Мексико. Именно отсюда стартовал самолет-носитель VMS Eve, на борту которого находился ракетоплан VSS Unity. Брэнсон стал первым человеком, совершившим суборбитальный полет на корабле, разработанном его компанией. На борту вместе с ним находились 2 пилота и 3 специалистов Virgin Galactic. Полет прошел успешно. Космолет стартовал с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, после отделения от которого тот разогнался до сверхзвуковых скоростей и поднялся на высоту 80 километров над землей, до границы с космосом. Участники миссии провели несколько минут в условиях микрогравитации, а затем вернулись назад. В общей сложности полет продлился примерно 2 часа. Ракетоплан успешно приземлился в Нью-Мехико. Таким образом, Ричард Брэнсон более чем на неделю опередил своего главного соперника, создателя Amazon Джеффа Безоса. Тот собирается совершить свой первый полет за пределы земной атмосферы 20 июля. Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса – единственные компании, конкурирующие в сфере суборбитального космического туризма. Американские инженеры научили четвероногого робота самостоятельно перепрыгивать препятствия. Планировщик маршрута состоит из 2 элементов. Один прокладывает пеший маршрут по той области, где нет препятствий, а второй отвечает за расчет траектории прыжка. В роботе инженеров из Беркли также установлена камера глубины. С ее помощью робот создает 3D и 2D карты пространства перед ним. Получив от человека точку, в которую необходимо прийти, робот рассчитывает маршрут, опираясь на высоту объекта. Если препятствие впереди слишком высокое, он строит маршрут в обход. Если его можно перепрыгнуть, оно отмечается как проходимое, и маршрут строится через препятствие. Также алгоритм оценивает высоту препятствий сверху. Например, если на пути есть отверстие в виде окошка, то алгоритм рассчитывает, не столкнется ли робот с верхней частью во время прыжка. Эксперименты показали, что вместе с набором датчиков и массой 2 килограмма 200 граммов робот перепрыгивает препятствие высотой до 13 сантиметров, а без датчиков ему под силу преодолеть преграду в 24 сантиметра. Тем временем робот по имени Медуза пока не прыгает, зато вполне бодро плавает. Он чистит от мусора море у Лазурного берега Франции. Таким образом, автор идеи, глава стартапа, яхтсмен и аквалангист задумал сделать морскую уборку простой и удобной. Дистанционно управляемый аппарат для уборки мусора с поверхности моря его создатель назвал Jellyfish Bot или робот-медуза. Как говорит Николя Карлеси, основатель и глава фирмы Иодис, идея пришла ему в голову, поскольку он с детства увлекается дайвингом и парусным спортом. Всякий раз, покидая порт, он видел, как замусорена акватория. Он решил усовершенствовать методы очистки. Я постоянно наблюдал уборку вручную. Люди таскали сети, чтобы вылавливать отходы. Тогда я сказал себе, у меня же докторская степень по подводной робототехнике. Почему бы не упростить этот нудный и неблагодарный труд? Благодаря своим компактным размерам «Медуза» может проникать в любые углы гавани, где скапливаются пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты и медицинские маски. Это достоинство робота особенно импонирует начальнику порта в городе Кассис на Лазурном берегу во Франции Паскалю Сейлье. Портовым уборщикам стало легче работать. У них теперь меньше физических нагрузок. Не нужно перемещать лодки у причалов и таскать лишние тяжести. Медуза способна собирать не только твердые предметы. Ее второе предназначение – очистка поверхности воды от разливов нефтепродуктов.
Такие роботы уже работают в 15 французских портах и продаются за рубеж. Аналогичные разработки существуют и в других странах, в том числе в Нидерландах и Соединенных Штатах. А следующая разработка не просто собирает отходы, а перерабатывает их. В Южной Корее студенты одного из университетов могут зарабатывать цифровую валюту. Достаточно просто посещать экотуалет. Проще говоря, авторы идеи платят посетителям за то, что те приходят к ним по нужде. Студенты Ульсанского национального института науки и техники в Южной Корее за одно посещение туалета могут заработать на чашку кофе или порцию лапши. Дело в том, что здесь появилась так называемая эко-уборная, где никто времени зря не просиживает. Унитаз с вакуумным насосом отправляет все испражнения в подвал. Здесь они в установках с микроорганизмами перерабатываются в метан и удобрения. В этом резервуаре вырабатывается метан. Оставшиеся фекалии хранятся и становятся навозом. Здесь же хранится биогаз и используется для подогрева воды на кухне и в душевых. После оставшееся топливо направляется для работы генератора, который мы используем в этой лаборатории. Автор идеи профессор Чо Джей Вион. Еще он придумал виртуальную валюту Джигул, в переводе с корейского «мед». Ее получает каждый посетитель туалета. Расплатиться можно в университетском кафетерии или книжном магазинчике. Достаточно показать QR-код, и для многих это стало хорошей мотивацией чаще ходить по делам. Когда-то я думал, что фекалии просто грязные, но теперь они для меня ценное сокровище. Я даже во время еды говорю о туалете. Но главная ценность этой разработки – забота об экологии, говорит изобретатель. По его словам, в среднем человек за день деликатно сбрасывает 500 лишних грамм. Из них можно получить 50 литров метана. Этого хватит, чтобы проехать на машине чуть больше километра или выработать полкиловатта электроэнергии. Приобретая мощный компьютер, приходится задумываться и об эффективной системе охлаждения. Сейчас для этого используют кулеры, но они достаточно громко шумят. Блогер Мэтт Перкс, известный необычными поделками и изобретениями, показал в новом ролике процесс создания дышащего ПК с уникальной системой охлаждения без единого кулера. Охлаждение происходит за счет передвижения планки из двухслойного акрила. Она нагнетает воздух, когда перемещается из стороны в сторону. Пропуская воздух через трубку с помощью системы насосов, система приводит в движение магниты. Они, в свою очередь, перемещают мехи, нагнетая воздух из корпуса вверх, охлаждая компоненты компьютера. Мехи совершают одно движение в секунду, поэтому выглядит так, будто система дышит. При работе сборки с 16-ядерным AMD Ryzen 9 процесс не нагревался выше 60 градусов. Это доказывает, что разработка Мэтта действительно работает и остается при этом практически бесшумной. Главный недостаток такого компьютера – его размеры, однако это первый широкий шаг к созданию альтернативных систем охлаждения. Порадовали и разработчики из Якутии. Компания Fantastic реализовала сервис для перевода компании в виртуальный офис под названием Continent. В нем сотрудники перемещаются в другие подразделения и обращаются друг к другу в режиме реального времени по голосовой связи, как будто они находятся в одном помещении. Сервис уже тестирует международный агрегатор пассажирских перевозок InDriver, крупнейший издатель игр Майтона, отделение Ростелеком Якутии. Continent напоминает гибрид Zoom и Telegram, но в то же время является более продвинутой версией. Создает эффект реального присутствия сотрудников в едином рабочем пространстве. Он размещается в сетевом облаке или на серверах заказчика и может обслуживать тысячи сотрудников одновременно. Напомним, Fantastic, якутские разработчики игр, сейчас совместно с другой крупной якутской геймдев-компанией Майтона заканчивают работу над новой ММО-игрой The Day Before. Игрокам предстоит выживать в мире после пандемии опасного вируса. Пожелаем ребятам успешной дальнейшей работы. И завершим выпуск околоигровой новостью. Картридж Super Mario 64 от Nintendo продали на американском аукционе за рекордные $1,5 миллиона США или за 116 миллионов рублей. Так, игра побила рекорд картриджа The Legend of Zelda производства той же Nintendo, который ушел с молотка на аукционе в начале июля за $870 тысяч. А еще раньше, в начале апреля, с молотка аукциона ушел нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года.
года за 660 тысяч зеленых. Изначально картридж приобрели как подарок на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал 25 лет, сохранив оригинальную упаковку. Рождественский подарок обнаружили только в начале этого года. Сейчас, обращаясь к любителям олдскул гейминга, возможно, в вашей коллекции картриджей уже лежит экземпляр на миллион, и его стоит как минимум сохранить. Это были новости IT. Повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте як24.ру и на одноименном YouTube-канале. Заходи туда, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!